Сахар стал 50 рублей стоить. Это куда годится у нас? Наполовину. Негодование челнинцев можно понять. Цены, говорят, растут как на дрожжах. Сахар, растительное масло, подорожали даже крупы. У жителей Автограда свой антирейтинг товаров с пугающими ценниками. Подсолнечное масло тоже подорожало. Крупы, сахарный песок. Все, что необходимое, все цены почему-то поднимаются. К новогоднему празднику все-таки они стандартно дорожают ежегодно. Но не до такой степени уж. Ну, на основные продукты, да, мясо, как говорится, молочные продукты подорожали. Ревизорами цен в Автограде стали прокуроры и антимонопольщики. Запросили в ходе проверки все накладные, в том числе на сегодняшний день и на октябрь-ноябрь 2020 года, для того, чтобы сравнить, имеется ли факт завышения цен на данный вид товаров. Повышать цены на 30 и более процентов в течение 30 дней запрещает закон. И касается это непродовольственных товаров тоже. Всего в этом списке 68 позиций. Туалетная бумага, шампунь, зубные пасты, зубные щетки, соски, пустышки, бутылочки. У руководства магазинов ответ готов. Если цены были одни, а потом стали расти, это может просто акция закончилась. Бывают незначительные подъемы, то есть на 2-3 рубля для наших покупателей, особенно для населения, допустим, ближайшего района, это бабушки, в основном для них это чувствительно. Чтобы на какую-то категорию было повышение, такого нету. Переоценки, само собой, каждый день происходят. Что-то ниже становится цена, что-то выше. Обращение к нам о том, что есть какой-то резкий скачок или рост цен, зафиксировано не было. То есть, если бы это было зафиксировано, мы бы уже об этом знали. Так ли это на самом деле, станет известно после анализа всех запрошенных за 3 месяца документов. Алия Хайрудинова, Эльмира Гайнудинова, Тимур Бекметов, ТНВ. Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.